Добрый день, дорогие телезрители! Мы продолжаем серию видеосюжетов, подготовленных Ассоциацией Международный деловой совет совместно с информагентством Хабар. Еще несколько лет назад слова «фондовый рынок» были не совсем понятны не только рядовым жителям нашей республики, но и многим представителям бизнес-сообщества, поскольку, как правило, их наличие было присуще высокоразвитым странам. В последнее время повсеместно все чаще речь идет об инвестициях в ценные бумаги и о других финансовых инструментах. И сегодня мы будем говорить о фондовом рынке Кыргызстана, его становлении, перспективах развития и проблемах. И сегодня у нас в гостях директор филиала акционерного общества Freedom Finance в Кыргызстане Адис Орозбаевич Бурканов. Добрый день. Добрый день. Вот по официальным данным, рынок ценных бумаг в нашей стране действует с 1995 года. И со времени основания Кыргызской фондовой биржи прошло достаточно времени. И, как известно, на сегодняшний день в мире наличие фондового рынка является одним из сигналов развитости страны. Да? И в связи с этим вот такой вопрос напрашивается. Да? Стал ли фондовый рынок реальным фактором экономического роста в Кыргызстане? На сегодняшний день стадия развития фондового рынка Кыргызстана находится примерно в такой же стадии, как это было на заре ее становления, то есть в 1993-1994 годах. То есть по факту он является на сегодняшний день спящим, да, то есть, или можно сказать, дремлющим. Именно в 1994-1995 годах то есть, была заложена основа фондового рынка, то есть был издан первый закон там, о рынке ценных бумаг, соответственно была образована Киргизская фондовая биржа. Был проведен ряд народных IPO в виде приватизации именно государственных компаний, там, которые именно широкие массы населения получили доступ именно к акционерному капиталу. Но именно где-то в 98-99 годах, то есть этот этап был пройден, по факту часть пакетов была распродана и на этом все в принципе завершилось. То есть дальнейшего развития это не получило, ввиду того, что на тот момент не было таких компаний частного сектора, которые были бы готовы к размещению. Б, соответственно, государственные пакеты акций уже были распроданы и остались только пакеты, контрольные пакеты, которые, соответственно, государство не готово было продавать. Ну, то есть, другими словами, на этом все и завершилось. Да? Второй этап развития, в принципе, фондовый рынок получил именно в 2010-2014 годах, когда был достаточно большой объем размещения именно на рынке. Именно компании энергетического сектора, да, то есть это Компартийская ГЭС, там, соответственно, и другие. В принципе, за этот период это был достаточно такой второй этап развития, то есть второй толчок именно для развития фондового рынка. Но в последующем опять, ввиду тех или иных объективных причин, это политической и экономической ситуации, все это опять было сведено на нет. То есть и на сегодняшний день фондовый рынок Кыргызстана представлен листингом там, около 30 компаний на Киргизской фондовой бирже, ну и, соответственно, локальными размещениями. Да, то есть локальными размещениями облигаций в размере где-то порядка в среднем 100 миллионов сомов. Ну и, в принципе, так сказать, отсутствием интереса населения к фондовому рынку, отсутствием интереса компаний к размещению на фондовом рынке, ну и, соответственно, то есть обоюдное отсутствие интереса как с одной стороны, так и, соответственно, с другой. Да? Это не совсем та ситуация, которая, в принципе, отображает сейчас нынешняя ситуация экономики в Кыргызстане, потому что на сегодняшний день большое количество компаний в Кыргызстане, они достаточно развиты, получают достаточно неплохую прибыль, имеют большое количество клиентов, которые именно заинтересованы в развитии этой компании. Но нет, так сказать, нет видения, как это все, в принципе, можно сделать, как это все должно быть, в принципе. Да, вот спасибо. Здесь как раз о видении. Вот любая динамично развивающаяся система требует какой-то программы, да, в частности, государственной. И существует ли вообще государственная программа по развитию фондового рынка в Кыргызстане на данный момент? Есть концепция развития фондового рынка на 2018 год, но, в принципе, основные аспекты там определены достаточно подробно. То есть, во-первых, это одно из таких серьезных направлений, прежде всего, с чего следует начать, это повышение финансовой грамотности населения. То есть по факту необходимо, начиная со средних, может быть, старших классов уже школы, прививать финансовую грамотность населения. То есть у человека, ученика, там, подростка, да, должно быть уже именно на этом этапе развития должно быть представление, как работают финансы, как работают деньги, как можно зарабатывать, во что можно вкладывать и как с этого можно получать доход. При правильной реализации вот именно программы повышения финансовой грамотности, я думаю, в течение 4-5 лет в Кыргызстане вырастет поколение людей, которые без проблем
будут понимать, откуда берутся деньги, как можно на этом зарабатывать, и, соответственно, какие выгоды сулит как фондовый рынок, так и другие источники финансовых средств. Да. Помимо этого, одно из направлений именно концепции развития – это допуск на киргизскую фондовую биржу, да, то есть создание благоприятных условий для выхода на IPO. Да. IPO – это первое публичное размещение акций на бирже, когда акции выходят на биржу и, соответственно, широкий круг инвесторов получает доступ, соответственно, к этим акциям. Да. Основная проблема состоит в том, что у нас на сегодняшний день большое количество компаний, да, те же самые, такие как Шуро, к примеру, они достигли определенного этапа развития, но еще не видят смысла, допустим, становиться публичными компаниями. То есть они не видят смысла делиться там акциями с акционерами, не видят смысла еще, допустим, выходить на фондовую биржу, другими словами. Да? И таких компаний у нас очень много. То есть это и добывающие компании, это и нефтяные компании, это и золоторудные компании. То есть по факту эти компании, которые постоянно генерят выручку, имеют большое количество работников, соответственно, да, имеют хорошие рынки сбыта, по-хорошему они все могут быть представлены у нас на нашей киргизской фондовой бирже. Да? То есть они по факту могут быть доступны как для наших, так сказать, акционеров, так и для иностранных, допустим, инвесторов. Да? С этой точки зрения вот развитие именно киргизского фондового рынка оно становится приоритетной задачей, то есть потому что вот местные компании должны все-таки размещаться на местных биржах, да, там, без выхода на иностранные рынки, потому что вот, ну, надо сначала развиться на своей площадке, то есть на своем местном рынке, и потом можно думать уже о том, чтобы выходить там на иностранные рынки, там, на лондонскую, шанхайскую, может быть, гонконгскую там, и так далее. Да? Ну, то есть, по-хорошему, для того, чтобы компания развивалась полноценно, да, для того, чтобы она становилась широко доступной, надо, чтобы она, прежде всего, была доступна для своих граждан, да, для граждан Кыргызстана. И в этом случае потом можно будет уже думать о дальнейшем ее развитии. Спасибо, Азиз. Да, вот, как известно, одним из инструментов привлечения инвестиций является выход на IPO. Да? И не все, к сожалению, да, население наше знает, что такое IPO, да, и не знает о других инструментах, помимо IPO, которые есть в мире. Да, и в чем вот преимущество вообще IPO и разница IPO от других инструментов привлечения инвестиций? IPO – это процесс размещения акций на бирже, то есть это не Initial Public Offering, да, то есть это первое публичное размещение акций на бирже, когда акционерное общество делится своим капиталом, да, своим акционерным капиталом с другими, соответственно, своими акционерами. Основной, почему так происходит? Дело в том, что на определенном этапе развития компания понимает, что уже нет смысла, допустим, привлекать частный капитал. Да? В развитии компании есть смысл уже привлечь, то есть публичный капитал, акционерный капитал. Да? В этом случае компания, которая доросла определенный этап развития, она делится своими акциями с другими акционерами, то есть с широким кругом инвесторов, и привлекает дополнительный акционерный капитал. Это дает приток денежной наличности и дает дальнейшее развитие компании. Да? Компания развивается, получает прибыль, частью прибыли делится со своими акционерами, то есть при правильно проведенной сделке от IPO выигрывают все. Акционеры получают прибыль, непосредственно компания получает денежную наличность, ну, соответственно, экономика получает дальнейшее развитие услуг, да, и, ну, как результат, соответственно, получение дополнительных налоговых поступлений в бюджет. Да. То есть правильно проведенная сделка, правильно проведенная IPO дает достаточно сильный толчок для развития как самой компании, так и, соответственно, сопутствующих секторов, с которыми она, соответственно, связана. Да. Здесь проблема заключается в том, что еще у нас население недостаточно проявляет к этому интерес. Да? То есть у нас очень большое количество народу интересуется Форексом, интересуется непосредственно биткоинами. Да? Но вот к акциям они все-таки относятся несколько так с недоверием. Ну, то есть есть на то объективные там, исторические причины, там, связанные, да, с теми или иными этапами развития. Но вот именно фондовый рынок на сегодняшний день он является альтернативой для банковского сектора. Он является как раз вот альтернативой для привлечения денежных средств именно в компании, для того, чтобы компания могла динамично развиваться. Да? Но преимущество фондового рынка заключается в том, что когда вы проводите IPO, то есть вы получаете фактически денежные средства акционеров в оборот, да, не платя за это проценты, да, то есть не платя проценты за кредит. Ну, в этом и как раз вот преимущество IPO перед, допустим, привлечением в виде банковских кредитов, ну или, допустим, в виде судзаймов, там, ну и так далее. То есть в данном случае как бы приоритет размещения на бирже, то есть в виде IPO, он, ну, однозначно приоритетнее. Спасибо, Азиз. Да? Ну, знаете, вот у нас в стране вот фондовый рынок, да, вот тоже развивается, а вот если у нас страны-соседи, да, ближние, Казахстан, Россия, чем наша фондовая биржа отличается от их фондового рынка?
По-хорошему, рынки Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, там, Украины, Беларуси, они в принципе все схожи между собой на том простом основании, что это когда-то был общий рынок. Да? Схожие условия развития, схожий менталитет, схожие условия ведения бизнеса. Да? То есть так как все это взаимодействие происходит на территории Евразийского экономического союза, то в принципе условия ведения хозяйства примерно одинаковые. Ну, с той лишь разница, что, допустим, в России, там, в Казахстане это уже получил достаточно широкий толчок для развития. Да? А в Узбекистане вот сейчас оно тоже бурно начинает развиваться, то есть, ну, в принципе, в Кыргызстане должно в принципе происходить то же самое, да, с той лишь разницей, что надо просто подключаться к этому всем. У нас фондовый рынок на сегодняшний день, то есть он имеет практически все предпосылки для его очень бурного развития. То есть, во-первых, есть рынок, который уже сформировался, то есть есть большое количество компаний, которые, в принципе, заинтересованы в привлечении инвестиций. Есть, значит, достаточно сложившийся уже слой населения, которым интересен дополнительный доход, да. Ну и в принципе, то есть осталось дело за малым, все это надо реализовать. То есть весь процесс должен пойти, весь процесс должен быть запущен. То есть когда это все в принципе заработает, я думаю, что в принципе у нас, ну вот, Кыргызстан рынок небольшой, он в течение 2-3 лет может догнать там, и Казахстан, и Россию, там, ну и в принципе другие страны там, пространства Евразийского союза, ну и там, или СНГ, как говорят. Ну, то есть у нас все в принципе быстро делается, у нас главное, чтобы это все пошло. Спасибо, Азиз. А мы можем что-либо позаимствовать у наших стран-соседей, чтобы у нас создать полноценный рынок фондовый? Да? Мы можем позаимствовать. Во-первых, надо просто исходить из того, что не надо создавать лишних препонов, да, там, лишних барьеров, там, связанных с допуском, допустим, частных инвесторов непосредственно к тем же самым IPO, там, к тем же самым, допустим, акциям. Да. То есть надо максимально либерализовать возможность покупки там, как местных, так и иностранных, так и других ценных бумаг. Да. То есть по факту у нас банковская система на сегодняшний день одна из абсолютно развитых, да, за счет того, что очень либеральное законодательство по поводу именно осуществления банковских операций. То же самое в принципе должно быть непосредственно на бирже, то есть непосредственно на рынке ценных бумаг. То есть максимальная прозрачность с одной стороны, максимальная доступность ко всем инструментам с другой стороны. И третье, снятие каких-либо возможных ограничений, да, то есть по доступу как нашего капитала на зарубежные рынки, так и иностранного капитала на внутренние рынки. Да. В каких ни было формах, то есть свободное перемещение капитала должно быть однозначно. То есть, да, все остальное, в принципе, сопутствующее. И, то есть, другими словами, надо создать максимально благоприятные условия как для нашего капитала здесь, чтобы он мог выходить на рынок, чтобы не было никаких либо там ограничительных санкций там, ни со стороны там, налоговых органов, других проверяющих структур, да, так и для иностранного капитала, который, в принципе, должен заходить к нам там, для того, чтобы покупать те или иные пакеты акций. Да. Потому что большое количество денег в мире сейчас вращается между рынками, да, ища те или иные ниши, где можно, в принципе, заработать. Да. Если у нас можно будет заработать, допустим, там, условно говоря, да, в среднем там, ну, 12-15% там, 2-3 месяца, то, в принципе, к нам капитал придет. То есть, ну, пусть это будет доходность там, ну, варьироваться, естественно. То есть, ну, все, что выше, допустим, там будет 7-8% годовых в долларах, да, к примеру, это уже будет интересно, допустим, иностранным инвесторам, как вариант. Спасибо, Азиз. Да, у нас, к сожалению, да, вот многие компании есть, которые очень динамично развиваются, но им не хватает такого капитала, чтобы еще больше, да, быстрее развиваться. И наверняка у многих из них нет определенных знаний по тому, как можно выйти на IPO. Вы как эксперт, что бы вы посоветовали нашим местным компаниям, чтобы они легче смогли выйти на IPO? Как это делать правильно? Это делается достаточно просто, то есть обращайтесь в одну из брокерских компаний, в принципе, можете обратиться и к нам. Мы сделаем предварительный анализ, то есть проведем анализ ведения бизнеса, будет построена модель развития компании, да, будет модель компании оценена, соответственно, будет определена стоимость компании. Ну, то есть будут определены положительные и отрицательные стороны компании, то есть сильные и слабые стороны. Будет, значит, расписана дорожная карта, то есть что надо будет изменить в компании, там, в каком состоянии необходимо будет провести. И в случае, если компания будет соответствовать требованиям, ее можно будет выводить на IPO. Соответственно, то есть по результатам именно этих мероприятий компания будет приведена в соответствующий вид и, соответственно, можно будет дальше ее размещать.
То есть, другими словами, должна быть проведена ряд определенных процедур, которые должны привести компанию в соответствующий вид с целью последующего ее размещения на бирже. Спасибо. А по времени сколько это занимает в среднем? В среднем, ну, по-хорошему, это занимает от полугода до года. То есть, да, то есть это процесс не быстрый на самом деле, то есть к этому надо быть готовым. То есть процесс публичности, он требует максимальной открытости, максимальной прозрачности, максимального соответствия законодательству. Да. То есть процесс публичности – это высший этап, да, развития компании акционерного общества публичного типа, когда она, соответственно, размещается на бирже. Надо быть готовым, что надо будет работать с огромным количеством как акционеров, так и соответствующих структур для того, чтобы быть максимально прозрачным и понятным для всех. Спасибо, да, вот вы сейчас разрисовали нам вообще схему, как компаниям выходить на IPO. В свою очередь, применительно к населению, если они, допустим, хотят вложить свои деньги, да, в эти компании, как это делать и кому им обращаться? Ну, достаточно просто это сделать. Надо будет обратиться в одну из брокерских компаний, которая будет участвовать в этом IPO. То есть необходимо будет открыть счет и подать заявку на участие. Соответственно, компания предоставит полный проспект эмиссии, то есть ценных бумаг, да, проспект размещения ценных бумаг. Надо будет с ним, соответственно, ознакомиться, почитать сильные, слабые, отрицательные и положительные стороны компании. Да. Ну и, соответственно, в случае заинтересованности, то есть поучаствовать непосредственно в самом IPO. То есть процесс достаточно простой, открытый, ну и в принципе понятный. Да? То есть открытие счета, ознакомление с информационными проспектами и дальше непосредственно самоучастие в сделке. Спасибо. Ну, допустим, любому, да, вот человеку, который даже вот вкладывает свои деньги, допустим, у нас развито вложение в недвижимость, да, и всех всегда заботит вопрос ликвидности, как можно эти деньги обратно вытащить. В случае сложения инвестирования в акции, да, как можно быстро их реализовать населению? Фондовый рынок, он тем и привлекательный, то есть вы можете фактически продать акции при хорошей ликвидности, да, которая, к сожалению, сейчас на сегодняшний день на киргизском фондовом рынке она несколько отсутствует. По-хорошему фондовый рынок, если это развитый фондовый рынок, вы можете купить и продать акции в течение дня, причем несколько раз это сделать. Да, то есть вы можете купить в начале дня, там, продать в середине дня, купить под конец дня и продать опять же перед закрытием сессии. Да. То есть фондовый рынок это по факту денежные средства, это деньги, да, это в чистом виде кэш. Да. То есть вы можете купить и продать в любой момент времени, и в этом и преимущество фондового рынка. То есть вам не надо искать покупателя, ходить по рынку и говорить, вот эта акция стоит там 100 рублей, купите у меня, пожалуйста, там, или вот эта акция стоит там 10 долларов, купить. Нет. На рынке всегда присутствует огромное количество покупателей и продавцов, которые в любой момент готовы купить и продать. Вопрос остается цены. То есть если цена вас устраивает, вы автоматически ее продаете, вам деньги зачисляются в тот же день на счет. Да? То есть в этом и заключается преимущество фондового рынка. То есть снимаются фактически любые барьеры, связанные с поиском там, покупателя, там, с переводом денежных средств и так далее. Все это делает биржа. То есть по факту вы купили, продали, деньги вам поступили на счет, вы можете вывести их, там, использовать по своему назначению. В этом как бы и преимущество. Спасибо, Азиз. Да? Но и нельзя обойти такое важное событие, как открытие Международного финансового центра Астана, МФЦА, которое торжественно прошло вот с участием президента многих стран на прошлой неделе. Да? И вот такой вопрос, как местные инвесторы могут участвовать в данном институте МФЦА? Международный финансовый центр в Астане, он по факту является очень интересной такой международной площадкой. То есть она была создана при партнерстве Шанхайской фондовой биржи и, соответственно, биржи NASDAQ, да, то есть американская. Американская биржа NASDAQ предоставила свои технологии, также присутствует в виде партнера Европейский банк, это Евроклир, да, то есть он осуществляет непосредственно взаиморасчеты между участниками, будет осуществлять взаиморасчеты между участниками рынка в ценных бумагах там, и, соответственно, денежных средствах. То есть по факту, в чем она интересна? То есть это получается биржа, которая по своим свойствам, она близка, допустим, и по своему качеству близка к таким биржам, как, допустим, лондонская там, или гонконгская. Да? Во-первых, преимущество англосаксского права, это раз. Во-вторых, фактически многие международные площадки, да, в том числе, допустим, китайские банки, да, так как они реализуют большое количество инвестиционных проектов, допустим, в Казахстане, они готовы выходить непосредственно на МФЦА, то есть, да, или по-другому это основная International Exchange, да, то есть более такое правильное название, для того, чтобы, соответственно, осуществлять там свои операции, для того, чтобы размещать компании, для того, чтобы осуществлять, в принципе, свои сделки. Да. То есть, по факту, это вот одна из таких первых международных площадок в Центральной Азии, да, которая по факту сможет объединить инвесторов как с Запада, так и с Востока. Да. С одной стороны, мы видим там представителей Китая, да, с другой стороны, мы видим представителей Америки, Лондона, соответственно, Гонконга. Да.
То есть по факту это будет международная площадка, где будет вращаться капиталы, вот именно как европейский, китайский, там, соответственно, и американский. Да? Ну, с нашей стороны, соответственно, это капитал, который будет на территории Евразийского экономического союза. Да? То есть это такой первый опыт, который, в принципе, объединил все это в одно. Да? То есть такой вот, получается, хаб именно между различными рынками капитала. С другой стороны, то есть этот рынок или эта новая площадка позволит реализовать все те новшества, которые, допустим, присутствуют на NASDAQ, да, то есть и позволит, допустим, компаниям, которые являются по факту небольшими, да, в своей капитализации там, или высокотехнологичные, да, или, допустим, компании горнодобывающей отрасли выходить, соответственно, на биржу, да, там, ну, то есть они смогут получить доступ к международному капиталу, фактически не уходя там из Казахстана, да, то есть не уходя с территории Казахстана. Да, то есть это очень достаточно большой задел для казахстанского рынка, это большой задел, в принципе, для стран ЕАЭС, да, так как они, в принципе, идут к гармонизации и объединению. Да. То есть по-другому эта площадка позволит привлекать международный капитал, не уходя за территорию, допустим, ну, стран СНГ. Спасибо, Азиз, да, что поделились таким большим опытом своим, да, в сфере фондового рынка. В завершении нашей сегодняшней программы не хотели бы вы пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Пожелание, в принципе, одно. Проявляйте интерес к финансовым инструментам. Финансовые инструменты – это один из основных источников получения дополнительного дохода. Это, как правило, пассивный доход. Средняя доходность инвестиций сейчас на международных рынках составляет порядка 20-25% в твердой валюте. Это в долларах США или в евро. Да? Ну, то есть, как дополнительный источник капитала, это достаточно серьезная прибавка к зарплате, да, ну, или к дополнительным источникам дохода. Поэтому, ну, финансовые инструменты, в данном случае акции, следует рассмотреть с точки зрения того, что это один из дополнительных источников пассивного дохода, но к этому надо относиться, ну, достаточно так с интересом. Поэтому открывайте счета, покупайте акции, мы вам в этом поможем. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Азиз Урузбаевич Чупруканов, директор филиала акционерного общества Freedom Finance. Спасибо, дорогие телезрители, что были сегодня с нами. Всего доброго и до скорых встреч.